Здравствуйте и добро пожаловать в студию Дукаскопи ТВ в Женеве. Тема нашей сегодняшней программы – сфера авиаперевозок. Гость нашей студии Эрик Кон, глава совета директоров и управляющий партнер компании Barnes Financial Services. Господин Кон, добро пожаловать в нашу студию. Спасибо за приглашение. Итак, сегодня мы поговорим о сфере, которая очень быстро развивается. Как вы считаете, кто стал самым крупным игроком на европейском рынке авиаперевозок? В последнее время европейский рынок изменился. Ранее конкуренция на этом рынке была достойной. Сейчас же рынком руководят три основных группы. Первая – это группа Lufthansa. В эту группу входят швейцарские авиалинии, Lufthansa, Austrian Airlines и SN Brussels Airlines. Также есть группа IAG, которая включает British Airways, Iberia, а также Low-Cost Vueling. И третья группа Air France KLM, которая включает Air France, KLM и другие дочерние компании. Именно эти три группы доминируют на европейском рынке. Главная проблема в том, что они соревнуются с такими компаниями, как EasyJet, а компания Ryanair недавно предложила новые услуги пассажирам бизнес-класса. Но EasyJet предлагает действительно обширную полетную программу по всей Европе. Также эта компания позволяет вам выбрать и зарезервировать удобное место и получить право приоритетной посадки в самолет. Они пытаются сделать все возможное, чтобы позиционировать себя как бизнес-перевозчика. Интересный момент в том, что более крупные группы, такие как Lufthansa, IAG или Air France KLM, стали предлагать билеты по более низкой цене, чем EasyJet. И сейчас у многих крупных компаний действительно возникают проблемы. Сейчас конкуренция уже не так сильна, как раньше. И реальная конкуренция заметна лишь в долгосрочной перспективе. В последнее время ближневосточные перевозчики, такие как Emirates, Qatar и другие, начинают составлять достойную конкуренцию крупнейшим авиакомпаниям на европейском рынке. Но все они, в особенности это касается компании Emirates, соревнуются с европейцами в первую очередь в сфере качества предоставляемых услуг и составляют лишь незначительную конкуренцию в сфере цены. Сейчас на мировом рынке авиаперевозок присутствует действительно сильная конкуренция. В итоге все сводится к эффективности IT-систем, маркетинговой стратегии и продажам. Давайте поговорим о региональных авиалиниях. Какое влияние они оказывают на рынок и какое будущее их ожидает? Крупные авиаперевозчики нуждаются в рейсах, которые доставят пассажиров в более крупные города и центральные аэропорты. Но проблема в том, что на рынке сейчас складывается тенденция к тому, что региональные авиаперевозчики не хотят использовать небольшие самолеты. Они все чаще выбирают самолеты на 100 посадочных мест, поскольку самолет на менее чем 100 посадочных мест для них экономически невыгоден. Поэтому сейчас очень часто крупные компании создают отдельную организацию, которая в итоге берет на себя функцию регионального перевозчика. И, как правило, все самолеты таких организаций рассчитаны на менее чем 100 мест, поскольку объемы региональных перевозок все же остаются небольшими. Но подобные авиакомпании предназначены исключительно для того, чтобы доставить пассажиров в крупные города и центральные аэропорты. В Европе существует большое количество маршрутов, которые требуют использования региональных авиалиний, поскольку использование железной или автомобильной дороги будет не таким удобным. На данном этапе региональному перевозчику достаточно сложно выйти на какую-то прибыль, из-за того, что большинство авиакомпаний объединяются в группы, такие как Lufthansa, Air France, KLM и так далее. Задача региональных перевозчиков усложняется с каждым днем. Это очень нишевая отрасль перевозок. Что их ждет в будущем? Думаю, оно будет нерадужным, особенно если они начнут закупать новые самолеты, поскольку стоимость обслуживания нового самолета слишком высокая. Они, как правило, используют уже не новые самолеты и выбирают такие маршруты, где существует реальная необходимость в услугах авиаперевозчика. Только так им удается выйти на прибыль. Авиакомпания Etihad предлагает региональные перевозки по всей Германии. Что вы думаете об их маркетинговой стратегии?
Эта компания приобрела компанию Darwin, а затем начала свою работу в региональном секторе. Но сейчас они сокращают региональную полетную программу, хотя ранее они были главным региональным перевозчиком для регулярных международных рейсов Etihad Group. Давайте поговорим о более крупных авиакомпаниях. Как вы считаете, их стратегия работы с клиентами и предоставления услуг является эффективной? У некоторых да, а у других нет. Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Недавно Lufthansa Group решила самостоятельно обслуживать 3 своих главных аэропорта – Цюрих, Франкфурт и Мюнхен. А если вы летите не в эти 3 города, то компания рекомендует вам использовать Eurowings и Germanwings. Это лоукосты и дочерние предприятия Lufthansa Group. Но все пассажиры знают авиакомпанию Lufthansa и уровень предоставляемых услуг. И они хотят получить именно эти услуги. А пассажиры, которые летят, например, в Гамбург, который является одним из самых богатых мест Германии, недовольны, что они получают услуги Lufthansa только до Франкфурта, а дальше вынуждены пользоваться лоукостом. Стратегия группы IAG, куда входит авиакомпания British Airways, немного отличается. У них есть авиакомпания British Airways и Iberia. При этом они приобрели еще одну компанию лоукост, которую они продвигают совершенно отдельно от 2 главных авиакомпаний. То есть эти крупные авиакомпании совершенно не ассоциируются с этим лоукостом. Авиакомпанией Vueling на самом деле владеет группа IAG. Но при этом у нее есть собственные самолеты, и она работает отдельно от остальных. При этом все знают, что Eurowings и Germanwings являются частью группы Lufthansa. На самом деле любой авиакомпании довольно сложно создать свой лоукост или компанию экономичных авиаперевозок. Мне нравится термин «экономичные авиаперевозки», так как лоукост не совсем верное слово. Экономичная авиакомпания в составе крупной группы – это не лучший вариант. Из-за ожиданий по поводу уровня предоставляемых услуг вы можете просто разрушить свой бренд таким образом. В случае группы Air France-KLM они пытались создать группу из 3 региональных авиакомпаний. В итоге пассажиры начали путаться в брендах. Очень сложно управлять авиакомпанией и при этом создавать лоукосты или экономичные авиалинии в рамках крупной группы. Давайте остановимся на лоукостах или, как вы говорите, экономичных авиалиниях. Какую роль они играют на рынке? В чем разница между лоукостами и обычными авиалиниями? Реальная проблема в том, что само определение лоукоста ошибочно, поскольку все авиакомпании должны работать по минимальному тарифу. Стоимость работы обычной авиакомпании, за исключением еды и некоторых дополнительных услуг, должна быть такой же, как и стоимость работы лоукоста. Когда мы говорим о лоукостах, лично я действительно предпочитаю термин «экономичные авиакомпании». Например, возьмем EasyJet. Они начали свой бизнес с нуля. Они разработали полностью новые IT-системы. У них не было стартовой базы. Таким образом, они сами разработали базовую стоимость перелета. Это позволило им стать более конкурентоспособными на рынке. Если мы возьмем перевозчика, который был основан на базе другой авиакомпании, то проблема в том, что их IT-системы устарели, их необходимо обновлять. И проблема в том, что корпоративная культура не позволяет им работать в упрощенной манере, которую, как правило, используют все экономичные авиаперевозчики. Потому в целом я считаю, что роль таких авиакомпаний не отличается. Они также должны перевозить людей по месту назначения. Например, если вы летите из Женевы в Лиссабон, вы можете использовать услуги авиакомпаний TAP или EasyJet. В современном мире люди прежде всего обращают внимание на время и цену, и, соответственно, делают свой выбор, исходя из этих факторов. Единственное отличие в том, что если вы хотите лететь бизнес-классом, то вы выберете компанию TAP, поскольку в таком случае возле вас будет сидеть только один пассажир, а возможно и ни одного. Также вам предложат разнообразную еду и напитки на выбор. А если вы летите авиакомпанией EasyJet, конечно, вас не накормят. Но если сравнивать цены, то иногда цены EasyJet даже выше, чем у TAP. Так что в целом роль таких авиакомпаний – это перевозка пассажиров. А дальше уже вопрос состоит в том, как вы хотите попасть из одной точки в другую.
Я не думаю, что роль лоукостов, или, как я их называю, экономичных авиакомпаний, как-то кардинально отличается от роли других авиакомпаний. С нами был Эрик Кон из компании Barron's Financial Services. Спасибо, что согласились прийти к нам сегодня. Спасибо, что пригласили меня. На этом наше время подошло к концу. Оставайтесь на Дукаскопе ТВ. Мы подготовили для вас еще множество интересных программ и эксклюзивных интервью. Всего доброго.